1 сакавіка стартаваў новы кодекс об адміністратыўных правапарушэннях з папраўкамі і дапаўненнямі. Хто яшчэ не ведае, нагадваем, меры пакарання сталі больш жорсткімі, а штрафы павялічыліся амаль па ўсім артыкулам. З'явіліся і першыя ахвяры новага кодексу сярод кіроўцаў. Документы, пожалуйста, ваши. Гэта не міліцыянты сталі больш суровымі, гэта закон такі. З 1 сакавіка санкцыі ўжываюцца да ўсіх удзельнікаў руху, без выключэння. Виктор Николаевич, знаете, что с 1 марта вступила новая административная ответственность за нарушение правил дорожного движения? А что нарушили? Вы ничего не нарушили. Инспектора как и смотрели внимательно за правонарушителями, так и смотрят. Но просто не все водители знают о вступлении в действие данного кодекса. Поэтому разъясняются, проводится разъяснительная работа. Былыя штрафы канулі ў вечнасць, для кагосьці маленькія, для каго і непамерныя. Цяпер кодекс прадугледжвае павелічэнне штрафных санкцый амаль па ўсім артыкулам. Товарищ водитель, почему вы не пользуетесь ремнями безопасности согласно правил дорожного движения? Водители просто пренебрегают данным ремнем безопасности, ставят свою жизнь в опасности, жизнь своего пассажира подвергают опасности. Штраф до одной базовой величины. А минимальное что? Минимальное предупреждение. Если человек раскаивается в своем правонарушении, то согласно новому законодательству, которое вышло с 1 марта 2007 года, штраф выписываем на месте, минимум 0,5 базовой величины. То есть на данный момент это 15 500. Ужесточение, я считаю, что правильное. Все, что новое введено с 1 числа, то уже давно требовалось, как говорится, это сделать. Па сур'ёзным артыкулам, напрыклад, нецвярозы за рулем, справы будуць накіроўвацца прама ў суд. Гэты кодекс прадугледжвае і крымінальную адказнасць, якой не было с 1991 года. Законопослушные граждане всегда должны придерживаться тех мер и законов, которые принимаются у нас. Пяшчоты не будзе, узраслі і мінімальныя меры пакарання. Аб усіх зменах ды папраўках нового кодексу можна даведацца ў спецыяльнай літаратуры. Все статьи с расшифровками и также санкция за данное нарушение. Эту книгу можно приобрести, наверное, да? Да, из печати в ларьках, также в книжных магазинах. Если достучимся до каждого водителя, на дорогах будет безопасность и порядок. Где уже не пристегнутый ремень на территории города, если на одной остановке слез, да, можно уже и простить человеку. А за это основное вот скоростное, и я думаю, и за пьянство за рулем. Это самое наказуемое должно быть. Время покажет, хотя штрафы очень большие. Ну, это ближе к Европе, конечно, но штрафы очень большие. Это все зависит от человека, внутреннего строения человека. А как? Вы сами понимаете, один будет относиться хорошо, а другие как ездили, так и будут ездить. Болезнь сначала лучше всего предотвратить, чем лечить. Поэтому я думаю, что как бы тут надо было продумано, наверное, сначала не то, что со штрафов начинать, а с воспитания тех же водителей. Ну, штрафы, конечно, это неотъемлемая часть, это будет сдерживающий эффект для них. Но надо в совокупности делаться. Для людей з матэматычным складам розуму больш зразумелымі з'яўляюцца лічбы. Звернемся да традыцыйнай статыстыкі. За мінулыя 2 тыдні на дарогах Магілёва і Магілёўскай вобласці адбылося 16 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 16 чалавек паранена і 3 чалавекі загінула. Побили машину полностью, ну, я не знаю, вот так вот, что мне делать? Гэта, шановнае, не адкрыццё новага тэатральнага сезону. Гэта рэаліі жыцця. Званок паступіў на пост дзяжурна ў нядзелю. Па вуліцы Грышына кіроўца аўтамабіля «Опель» не справіўся з кіраваннем ды ўрэзаўся ў мясцовую агароджу. Прибыв на место происшествия, обнаружили автомобиль, водителя, девушку, которая была в качестве пассажира. Кто за рулем ехал? За рулем никто не ехал, меня вызвали из дома. Ну. Я ехал за рулем, ладно. Интервью даешь. Вот сейчас ДПшники обвиняют меня в том, что я ехал на машине и пьяный заехал сюда. Меня с дома позвали, я вот тут вот рядышком живу. Ну, я пришел сюда, и вот, и что и как мне быть?
Яшчэ доўга можна было спрачацца, хто ехаў той вечар за рулём аўтамабіля, пакуль нарэшце адзіная ў гэтай гісторыі жанчына не прызнала сапраўднага кіроўцу, растлумачыўшы, як усё было у пісьмовым тлумачэнні. При уточнении всех обстоятельств дела было установлено, что автомобилем управлял сам владелец. Отойди от машины, иначе тебе будет очень плохо. А гэта яшчэ адны ахвяры новага кодексу, што ўступіў у моц 1 сакавіка 2007 года. Водитель данного автомобиля не выполнил требования работника милиции в установке на перекрестке улицы Пушкина и Габровской и проследовал в район Октябрьского РОВД. При этом неоднократно создавал аварийные обстановки водителям. И вот в районе улицы Петрозаводской, дом 23, был задержан. Знаю, где ехали. Ну, короче, все, стоп. Так а кто за рулем был? А за рулем был тот, который сейчас сидит в милиции, там, ну, у ГАИ. Так а ты его знаешь? Да, конечно. Тебя снимают. Напэўна, усе разам забыліся, што новы кодекс прадугледжвае крымінальную адказнасць по артыкулу «Нецвярозы за рулем». Данный водитель по предварительным признакам находится в состоянии алкогольного опьянения. И как с его слов он уже привлекался к административной ответственности ранее, в течение года. А вось і сам доўгачаканы кіроўца спрабуе інтэлігентна дамовіцца з Дзяржаўтаінспекцыяй. Я тебе глаз сейчас выбью, понял? З 1 по 4 сакавіка ў Магілёўскай вобласці быў затрыманы 21 нецвярозы кіроўца. За гэты кішперыяд у мінулым годзе 57 кіроўцаў. Сёлета менш, але ж карацца яны будуць больш жорстка, а некаторых кіроўцаў увогуле чакаюць нары ды неба ў клетку. Нет автомобиля. Хожу пешком, езжу на маршрутке. Сажусь с водителями в возрасте. Они не нарушают. Ну, за пьянку надо наказывать посерьезнее. За рулем. Потому что если выпил, не боишься за свою жизнь. Так за окружающих тоже идешь. Очень много случаев тоже я видел. Мое разумение такое, что просто надо поднять планку в выдаче водительского удостоверения. Правда, с одной стороны, армия, там, конечно, служить надо. Но раньше 25 лет я бы права никому не давал со своего опыта. Танней быць абазначаным і цвярозым. Новы кодекс об адміністратыўных правапарушэннях не абышоў увагай і пешаходу. У пошуку абыякавых да законы свайго жыцця мы выехалі ў вечаровы рэйд. Внимание постам, работающим в Магілёўском районе. Усилить работу по СПЖ 138. На мове Дзяржаўтаінспекцыі гэта называецца уборка. Асобны батальён дарожна-патрульнай службы праглядвае вуліцы горада да Магілёўскага района, каб папярэдзіць і убраць з праезнай часткі тых, хто патрабуе дапамогі. А вот скажите, пожалуйста, а чего вот одна обозначена, а вы не обозначены? Нет. Как нет? Их же везде продают, как говорится. Это же ваша безопасность. Вот ее видно хорошо. Адсутнасць святлоадбіваючыя элементы ў цёмны час сутак на праезнай часткі зараз караецца штрафам до 15 тысяч рублёў. Как вы думаете, нужна ли она? Наверное, сейчас видно далеко, значит, тоже. Наверное, или нужна? Ну, конечно, нужна. Может, едет машина, такое чувство, что прям на меня. Артыкул 18.23 уключае некалькі пунктаў. Пешаход без флікераў у нецвярозым стане альбо нават стварыў аварыйнае становішча. Цяпер за абыякавасць будзем плаціць. Это правильно. Давайте. Мы будем, это есть. Жизнь своя в безопасности и водитель. Мне очень жалко другой разводителя. А в основном, вы знаете, очень вопрос заключается, что вот идет какой-нибудь тварюга какая-нибудь, поддавшая. Когда нету это самое потом его водитель сбил, водитель виноват. А этот человек, он не виноват. Он сюда подвез сам. Дзяржаўтаінспекцыя ідзе насустрач, прапануе падвесці дамоў. Няхай апранутыя ў святлоадбіваючыя элементы, але ж хто яго ведае гэтае ліха. Пьяный деть, ну куда он попадет? Конечно, под колеса. Ну, конечно, особенно в темное время суток. Это у каждого инспектора за правило подвести нетрезвого пешехода, убрать с проезжей части, доставить по месту жительства его. И при необходимости обозначить фликером. Которые идут и нетрезвые пешеходы, это вообще придурки, балбесы. Эти балбесы, которые не понимают, они должны отвечать. Ці бачыце вы постаць чалавека ў цемры? Бліскоча толькі цыгарка. Калі раптам будзе ехаць машына, наўрад ці ў час прытармозіць. Что вы сегодня употребляли? Ничего не употреблял. Ничего не употребляли? Да. Вы знаете, что темное время суток
находиться на проезжей части нужно обозначенным. Вы знаете, у меня белый пакет. Вот Так пакет же у вас не светится, и тряпочка ваша не светится. Нет, Куды гаршэй, калі пешаходы яшчэ і ў нецвярозым стане. Ад такіх не ведаеш, чаго чакаць. А если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, не обозначенным на проезжей части в темное время суток, то штраф от 1 базовой до 3, то есть от 31 тысячи до 93 тысяч. Ну, это понимаю. Понимаете. Я знаю, что такое базовая величина. Как вот сегодняшний рейд показал, необозначенные передвигаются по проезжей части те пешеходы, которые нигде не работают. То есть безработные, которых, может быть, и не за что купить тот же фликер. Каб далейшая дарога была бяспечнай, флікер у падарунак. Усё ж такі чалавечае жыццё каштоўней за ўсякія грошы. Спасибо вам. Счастливо, не выходите на проезжей части. Спасибо вам. А я пойду по дорожке. Ці варта папярэджваць вялікімі штрафамі інваліднасць альбо нават смерць? Лепей быць абазначаным і цвярозым. Фликер как раз то, что нужно. Особенно за городом. Без них это ж едешь как в тумане. Особенно детям надо это. И старым людям, пожилым. Любому пьяному море по колено, так оно, или он подцепит эту флиппер, этот или не подцепит, будет, знаете как. Да. И, конечно, если боишься за свою жизнь, тогда уже нужно носить. Ну, так вот, как если перейти где-то немножко, пройти там улицу, перейти, я считаю, даже девушкам молодым, одеть на шубу этот фликер и переходить дорогу, ну это же некрасиво, несерьезно это будет. Если это касается жизни, то тут все варианты хороши для того, чтобы спасти именно жизни человеческие. А пьяный пешеход – это как-то такой для меня вопрос не совсем понятный. Пьяный пешеход на дороге – это что-то такое необычное. Усё было б не так добра, калі б не наш з вами вясенні настрой. Дзяржаўтаінспекцыя, у якой працуюць галоўным чынам мужчыны, не магла запамятаваць аб міжнародным жаночым свяце, якое падараваў нам сакавік. З кветкамі і прафілактычнай размовай выйшлі на шырокую дарогу. Больш за 20 тысяч жанчын у Магілёўскай вобласці маюць пасведчанне кіроўцы. І няхай злуюцца мужчыны на такіх жанчын за іх нязграбнасць ды нявопытнасць за рулём, але ж прыгожая палова чалавецтва вядзе сябе на дарозе куды болей уважліва і, галоўнае, акуратна. Так, за мінулы год з удзелам жанчын-кіроўцаў адбылося 65 дарожна-транспартных здарэнняў, а сёлета за 2 месяца 8. Гэта кропля ў моры. Аднак не аб гэтым гутарлі дзяржаўтаінспектары на праезнай частке з магіліўчанкамі. В преддверии праздника позвольте поздравить вас с наступающим 8 марта, пожелать счастья, здоровья, успехов во всех личных делах. Презент от госавтоинспекции. Здоровья, удачи, успехов и всего самого наилучшего. И в дальнейшем хотел бы пожелать, чтобы вы были не только примерным водителем, но и пешеходом. Вот фликер в темное время суток, чтобы обозначали себя. Всего хорошего. Услед галоўнае для ўсіх кіроўцаў пажадання шчаслівай дарогі. І няхай міліцыянты спыняюць вас, паважаныя жанчыны, толькі з адной мэтай – падараваць кветкі і сваю усмешку. Не забывайцеся аб новым кодексе і прытрымлівайцеся правілаў дарожнага руху, бо невядома, якія кветкі чакаюць за небяспечным паваротам.